В очередной год начинается везде Сабантуй. Сабантуй – это очень ожидаемый праздник, семейный праздник. Все раньше собирали покрасивей одежду, готовились к этому. История Сабантуя уходит далеко в века у нас. Люди были заняты работой. Прежде всего, это праздник плуга, это окончание посевных работ. И там был в деревнях небольшой промежуток, когда освобождались люди, освобождались лошади. Когда посадили урожай, перед сенокосом и другими, запланированными работами в сельской местности был такой небольшой промежуточек. И люди с удовольствием отдыхали, собирались. Праздник Сабантуй, идеология туда включена. Прежде всего, изюминкой Сабантуя всегда является борьба, батыр. Это тоже воспитывало каких-то воинов. Нужно было добиться, победить. Пока борьба не закончена, Сабантуй продолжается. Также на этом Сабантуе, это же надо вдуматься в это, очень много таких конкурсов, которые с юмором. Это битва мешками с соломой, это обрезание ножницами сувениров, это битье горшка, это вытаскивание монеты из КТК, например. Много таких юморных состязаний, которые также направлены на поднятие настроения, духа татарского. Начинается он с того, что люди собирают по деревне подарки. Эту традицию хотелось бы развить больше и продолжить, чтобы в деревнях все-таки сбор подарков был. Это уходит далеко, века тоже. Люди к Сабантую специально экономили свои средства, деньги и готовили подарок. Всегда на Сабантуе были скачки лошадей. И отдельный приз был лошади, которая придет последней. И вы знаете, я неоднократно видел, эта лошадь, которая занимает последнее место, она плачет. Она плачет большими лошадиными слезами. И ей поэтому дают отдельные подарки. Я сейчас обращаюсь к организаторам Сабантуя. За Сабантуем не надо Сабантуй превращать в дискотеку. Танцевальная площадка должна быть обязательно, но она должна быть отдельно. И все-таки Сабантуй не надо превращать в дискотеку, в танцы. К чему стремиться? Стремиться на Сабантуе нужно к максимальному охвату людей всех возрастов. Ведь на Сабантуй люди приходят, встречаются со своими одноклассниками, родственниками. На Сабантуй приходят люди поделиться радостью, поделиться одеждой. Кто-то приезжал на новой лошади, с новой повозкой, например. Для нас, татар, Сабантуй – это как Олимпиада, как универсиада, как чемпионат мира. Все вместе. Это поднимает наш дух, поднимает наше сознание, поднимает идентичность, подчеркивает. Но в больших городах мы являемся сторонниками лучше много мелких Сабантуев. Они тоже нужны. Нужно много мелких Сабантуев по населенным пунктам. Потому что в связи с погодой иногда бывает срывается Сабантуй. И теперь новая тема, которую продолжает Национальный конгресс татар, это проводить Сабантуи там, где деревни уже нет. Где деревни нет, но там жили люди. Выходцы из этой деревни, возможно, какие-то герои, композиторы, ученые, известные люди нашей татарской нации. Нужно находить этих людей, нужны энтузиасты, чтобы собирать этих людей и проводить Сабантуй или Оолжины там, где деревни нет. Потому что это очень важно передавать из поколения в поколение молодежи, откуда они вышли, выходцы, их, предки откуда были. Тоже этот важный момент, которому Национальный конгресс татар сейчас уделяет внимание. Сабантуй начинается много новшеств. Они тоже нужны, тоже, если они интересны, но старые наши традиционные состязания надо всегда оставлять, национальный колоритный, надо оставлять. Праздник плуга. Надо всегда начинать Сабантуй с механизаторов, с людей, которые заняли какие-то места в посевных работах. И
Сабантуй нынче и последних 3 года у нас приветствуется в Татарстане врачей. Сабантуй – это батыры, это герои. И в последние 3 года мы убедились, что среди героев это наши врачи, наши доктора, которые, рискуя жизнью в связи с пандемией, лечили людей, многие пострадали сами. Это младший медперсонал. Вот это тоже герои, их тоже нужно брать во внимание. На Сабантуях нужно обязательно поздравлять батыров прошлых лет, героев прошлых лет. Нужно отдавать дань памяти, традиции. У нас в последнее время в татарской культуре есть таких певцы, это Тимаев, это Грей, это Уразова или это другие исполнители, которых очень любит молодежь, которые приезжают на Сабантуй. Но они, чтобы Сабантуй не превращался в концерт данного исполнителя. И нужны такие вот танцевальные площадки для всех возрастов. Танцы на Сабантуе, наши уникальные, красивые, неповторимые татарские танцы обязательно должны быть на Сабантуе. Это должна быть и для молодежи площадка, и для взрослых площадка. От организаторов много зависит, и от ведущих много зависит. Нужно смотреть, как в других городах проходит Сабантуй, чтобы был всегда обмен опытами. И, значит, что касается борьбы. Мы всегда были сторонниками, когда мы много принимали участие в организации Сабантуев. Батыр должен быть соревнование отдельно для батыра из деревни или зятя, или выходца из этой деревни, этого механизатора, непрофессионального спортсмена. И борьба должна быть отдельно для гостей. Это должны быть 2 борцовские площадки, и они не должны пересекаться, потому что люди, те борцы, которые мастера спорта, там в разных видах спорта, они посвятили этому жизнь, а здесь энтузиасты, земляки, механизаторы, комбайнеры, трактористы, они должны бороться, конечно, отдельно. Мне бы хотелось всех поздравить с предстоящими Сабантуями, с этим нашим великим, нашим самым красивым, нашим из поколения в поколение передаваемом празднике Сабантуй. Пожалуйста, приходите сами, приводите кто 5 друзей, кто 10 друзей. Я бы очень просил молодежь приглашать на наши татарские Сабантуи людей другой национальности, чтобы они видели красоту наших танцев, наши костюмы, наши состязания. Я бы хотел обратиться к молодежи, чтобы они были участниками этого Сабантуя. И не надо вот самоустраняться, надо быть максимально организаторами, принимать участие в организации этого Сабантуя. Взять и какой-то конкурс, какая-то группа молодежи берет на себя конкурс и организовывает какое-то состязание на Сабантуе. Для нас Сабантуй является рычагом, идеологическим рычагом по воспитанию национального татарского самосознания, по фольклору, по нашим древним обычаям, привычкам. Вот это наш идеологический рычаг по сохранению татарского языка, сохранению татарской культуры, наших древних обычаев и подчеркивать нашу красоту культуры, красоту наших костюмов и наши древние обычаи, которые уходят в века.